Одной из наиболее таких значимых институциональных ловушек для власти в текущем политическом конфликте была следующая. Дело в том, что, с одной стороны, не позиционировать конфликт как столкновение с национализмом власти не могли. Вот. Тем более, что с их точки зрения, в общем-то, у них своя аргументация для этого была. Ее мы коснемся несколько позже. Ну, там по фигуре Фаиля Алчинова, Руслана Габбасова, который сам по себе в конфликте не участвовал, но он им отчитывался. Он им до сих пор отчитывается и будет отчитываться. Так вот, с одной стороны, они не могли так не позиционировать его, да? Причем это очень сильно подхватывалось всей мощью федеральной прессы. С другой стороны, само позиционирование митингующих как националистов, не говоря уже там про экстремизм и так далее, оно постоянно усугубляло конфликт. Потому что оно считало для самими митингующими, оно воспринимало как оскорбительное. И вот это осложнение я, кстати, вижу на самом деле достаточно хорошим симптомом. Потому что я считаю, что вот если отвлечься от тех трагичных моментов, которые сейчас есть в нашем обществе по этому поводу, да, они еще будут длиться, к сожалению. Мы переживаем очень непростой период. Но сам по себе, вот этот сам факт, что наше общество, я считаю, выдержало экзамен на испытание национализмом, он очень показательный. То есть людям не нравилось, что их называют националистами, про экстремизм уже не говоря. Мало того, что они ими не были. Вот. Им не нравится само то, что их так называют, то, что их так называют в средствах массовой информации, то, что их связывают с тем же самым Русланом Габбасовым, то есть членом так называемого Башнасполита, то есть профессиональным провокатором и сепаратистом. И это понятно, потому что люди на самом деле, они пришли туда за справедливостью, так, как они ее понимали. Более того, здесь вот еще произошло столкновение разных пониманий того, что можно, что нельзя. Потому что они действительно считали, что то, что они делают, это их право. И это на самом деле тоже характеризует население башкирского Зауралья с очень положительной для государства стороны. Потому что это была своеобразная башкирская Бандея. Очень консервативный регион, который, кстати, именно поэтому был всегда электоральной опорой всех административных режимов республики, которые здесь были. Вот, начиная с Муртазы Рахимова, это как бы его ядерный электорат, да, это помню. И это опора России, опора Башкортостана во время всех войн, в том числе СВО. И именно поэтому вот этот очень консервативный сильный слой сам по себе, его лояльность к государству ни в коем случае нельзя утрачивать. А сейчас вот эти трагические события, они подвергли его достаточно большому испытанию, потому что, смотрите, как я уже сказал, люди, они считали, что они живут в свободной стране, понимаете, это башкир, причем не демократической, к демократии отношение, как вот во времена того же Муртазы Рахимова, да, которому было лояльное население, сами знаете, отношение достаточно специфическое. Это разные вещи, на самом деле, свобода и демократия, они далеко не всегда совпадают. Потому что, может быть, например, можно считать себя свободными людьми в рамках совсем другого вида, так называемой военной демократии, которая была исторически свойственна башкирам. Проще говоря, башкиры считают, что это нормально. То, что на самом деле это во время фактически ведущихся военных действий, это не совсем нормально, они просто не понимали. Грубо говоря, это просто не знали. Это во-первых, то есть просто произошло понимание, что такое хорошо, что такое плохо, несовпадение вот этих стереотипов поведения. Это раз. Второе. Как я уже говорил, люди, они считали, что они протестуют против несправедливости. Другое дело, что рационально они это не раскладывали. Вот это уже действительно вина организаторов. Это уже большой к ним вопрос. Потому что вопрос спрашивается, а что хотели добиться, когда пришли? Вот что именно?
я рискую навлечь на себя большое неудовольствие, но вот этот вопрос, извините, у меня возникает. Но в суде хотели поддержать Фаиля Алчинова. Хорошо, и что получилось? Ему срок дали больше, чем прокурор запросил. И это понятно, потому что подобная поддержка воспринимается как давление на суд. А давление на суд действительно вещь сама по себе и запрещенная, и любой суд воспримет ее в штыки обратно. То есть проявить какие-то политические декларации, в том числе, вот там, например, как вот Ильдар Юмагулов был там, против Хабирова, ну хорошо, а смысл какой в этом? То есть на самом деле рациональное объяснение здесь достаточно спорное, я бы сказал. А привело к действительно тяжелым событиям всей этой вещи. Почему это произошло? Это уже следующий вопрос, я его подробнее хотел бы рассмотреть попозже, но тут скажу сразу. Вот одно замечание, что сам по себе объект, то есть вот, то, что вышли за Фаиля Алчинова, да, вот, он был неправильный. Потому что вот в том плане, что, смотрите, если бы не было возможности обвинить символ этого протеста в национализме, а возможность такая для Фаиля Алчинова есть, то что можно было бы предъявить протесту? Ничего. Потому что протест против безобразий с экологией, он абсолютно нормальный. Почти все доводы, которые здесь много раз предъявлялись миру, да, то же самое писал, например, и тот же самый Азап Бадранов, когда он вице-премьером ездил, занимался по поручению главы этим делом. Да. Сейчас вот глава по Учелам ездил, но он то же самое говорит. Что в этом незаконного? Это все совершенно понятно. Когда у людей под картофельные поля подходят нерекультивируемые земли. То есть здесь проблема заключалась только именно в лидере протеста. Но он сам сейчас под судом, точнее под апелляцией суда, поэтому я сейчас останавливаться на этом не буду, просто из этических соображений. А вот про сам национализм, безусловно, следует поговорить. Поскольку, в общем-то, тот же самый глава республики, когда он правильно сказал, что на нем лежит вина за происшедшее, но пояснил это следующим образом, что нужно было активнее говорить о протесте. Да? То есть, точнее, как он выразился, именно вот о тех личностях, которые его провоцировали, он имел в виду, очевидно, руководителей бывшей организации «Башкорт», запрещенной за экстремизм, это Руслана Габбасова и Фаиля Алчинова. Но, извините меня, телеграм-каналы, которые многие считают проправительственными, хотя бы уже потому, что они используют фамилию самого главы. Вот Техас Хабирова, Нефтьмет Муртаза. Они же в режиме онлайн ежедневно этим занимались. Ежедневно, причем иногда в достаточно грязной манере, говорили и про Фаиля Алчинова, и про Руслана Габбасова, и так далее, про любых, так сказать, врагов власти. Я не говорю, что это действительно проправительственный канал, просто у людей складывалось такое впечатление. Вот. Причем в такой манере, что она, наоборот, отталкивает людей от любой проправительственной позиции. Получается, они своей цели не достигли. А зачем они тогда нужны? Зачем нужны вот эти интернет-помойки реальные, которые только действительно людей злят? Опять же, позиция правительственных СМИ. Здесь проблема какая? Они со времен Мурзагулова еще достаточно жестко встроены в определенную вертикаль. И, насколько я понимаю, там все мемы, в общем-то, грубо говоря, спускаются достаточно жестко. Иначе я объяснить не могу, почему никто не рассказывал, причем рассказывать надо было не о личностях людей, там, не пытаться дискредитировать, рассказать, какие у них там личные недостатки в семье и так далее. Нет. А рассказать именно о самом явлении. Если о национализме о том же. Потому что о пантюркизме, которого, кстати говоря, у нас на самом деле практически нет. В Башкирии.
Я про это могу рассказать, аргументировать подробнее. Почему? Потому что, во-первых, все эти идеологии, они не побеждаются тем, что посадишь кого-либо из тех, кто его распространял или мог распространять. Они побеждаются только в борьбе идеологий. Это во-первых. Во-вторых, в этом случае наши официальные СМИ, кстати, беда всех официальных СМИ по России, они не могут говорить о многом, о том, что зарубежные СМИ, различные иноагенты и прямые враги могут говорить сколько угодно. И вот говорить интересно, потому что у них табу нет. Вот в этом направлении у них табу никаких. А у нас одно табу на другом. С одной стороны, причем совершенно объективно оправданных. Но не всегда. Ведь кто нам мешает, например, говорить по-настоящему, самим ставить вопрос. Для чего, например, для чего Башкортостану нужна Россия? И для чего России нужен Башкортостан? Вы боитесь поставить вопрос, что ли? Вот я могу прямо сейчас продискутировать и ответить на него. И все мои коллеги-эксперты это могут. Про это нужно было говорить. И нужно говорить про это сейчас. Именно простыми идейной основой, не опасаясь контраргументов. Вот, а не цепляясь за какие-либо личностные, настоящие или выдуманные недостатки отдельных людей, потому что это, повторюсь, только вызывает, наоборот, отторжение. Я уже не говорю про просто мерзкие, идиотские карикатуры, до которых опустился и считаю талантливый в прошлом художник. Потому что некоторые из них просто отвратительны. Вот те мысли, которые у меня возникли по поводу данных событий, с которыми я хотел поделиться в данном ролике.